Вячеслав Витаров провел рабочую встречу с председателем Высшего совета Остин Русланом Кучиевым. Говорили о воспитании подрастающего поколения в духе национальной культуры, развитии и сохранении остинского языка и литературы. Глава поблагодарил Координационный совет за активную работу по укреплению нравственного и патриотического воспитания молодежи. Руслан Александрович, спасибо. Хотел, во-первых, поблагодарить за ту работу, которую делаете вместе с Координационным советом, касающийся прежде всего воспитания подрастающего поколения в духе нашей национальной культуры и в том числе по развитию остинского языка, литературы. Знаю, что организовали у себя также курсы остинского языка. Хотелось бы, чтобы сейчас эта работа возобновилась. Хотел бы, чтобы совместно с правительством ту работу, которую делали в районах республики, эта работа также продолжалась. Важная тема диалога – вопросы формирования национального единства. Деятельность Штернехаша, по мнению главы республики, должна быть направлена на консолидацию и единение всех осетин, несмотря на их фактическое место проживания. Представители остинской диаспоры, зарубежья и России приобщались к культуре и традициям наших предков благодаря этнолагерю. В этом году из-за пандемии его пришлось отменить. Как только ситуация улучшится, добрую традицию возобновят. Руководитель республики также поручил Руслану Кучиеву продолжить разъяснительную работу с населением по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Зелим Михайлович, спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете нам в нашей работе. Она непростая, к сожалению, эти последние месяцы распространения коронавируса нам сильно помешали, потому что у нас основной контингент активистов – это люди старшего поколения. Воспитательная работа, то, что мы обычно на чем акцентируем свое внимание, тоже в какой-то степени замедлилось, потому что учебные заведения не работали и сейчас не работают. Но мы сейчас намечаем планы, собираемся снова на следующей неделе, собираем актив и обсудим и наметим все те шаги, которые мы должны сделать для того, чтобы восполнить эти месяцы и наладить ту работу, которую мы должны, те задачи для выполнения тех задач, которые мы взяли на себя.